мы говорим о транзите, из Казахстана в Армению через Азербайджан, конечно, так и так, если рассматривать Грузию как еще одно звено в этой цепи, то здесь вот этот механизм, эта цепочка не имеет никакого смысла, потому что так и так через Грузию мы осуществляем экспорт и импорт, например, в Россию и в Казахстан также все это может сработать. Скорее всего, речь идет напрямую о транзите через территорию Азербайджана. Что касается деталей, учитывая, что информационный фон низкий и нет других заявлений, деталей, трудно будет конкретно что-то проанализировать или комментировать. Если проанализировать ситуацию в контексте среднего коридора, который, по сути, связывает Китай с Европой, и средний коридор является важной альтернативой и в каком-то плане для некоторого объема поставок более эффективным альтернативным вариантом по сравнению с северным коридором и морским путем. Это будет для Армении может означать, во-первых, серьезную диверсификацию логистических связей. Мы долго говорим о том, что и правительство довольно-таки долго заявляет о намерении диверсифицировать экспортные и импортные рынки, но в этом плане у нас есть серьезные ограничения, это логистические ограничения. И учитывая вот эти ограничения, у нас есть ситуация, что львиная доля, например, импорта пшеницы осуществляется из России в Армению через Грузию. Такая же ситуация и для поставок горючих материалов. И в этом плане новая логистическая цепочка может играть важное значение в плане диверсификации импортных экспортных операций. И также это может играть важную роль в контексте блокады транспортных коммуникаций региона и в чем заинтересованы региональные и глобальные игроки в контексте, например, среднего коридора, о котором я упоминал. И нужно учитывать, что вариант северного коридора, который проходит через Армению, по сравнению с другими вариантами, он является наиболее коротким и, соответственно, наиболее эффективным. Нужно еще учитывать, что логистическую инфраструктуру, например, Казахстана, серьезные весомые проекты осуществляет Евросоюз, другие крупные игроки с тем, чтобы увеличить проходимость логистических путей. В этом контексте деблокада не имеет альтернативы, и учитывая еще и потенциал варианта, который может пройти через Армению, потенциал в смысле дополнительных экономий, я думаю, что этот процесс логичен в контексте тех изменений, которые и политических, и геополитических, и экономических, которые происходят в последние годы, и той стратегической линии, который обозначен как курс, например, Соединенными Штатами Америки, Евросоюзом, другими крупными игроками. Если коммуникации будут деблокированы полностью, альтернатива будет альтернативным вариантом, особенно в те месяцы, зимние месяцы, когда проход через Ларс наиболее рисковый и есть определенная вероятность закрытия прохода. Что касается потенциальных возможностей, например, если взять тот же Казахстан, у Казахстана серьезные экспортные возможности в плане экспорта пшеницы, но в разные годы от 8 до 10 более миллион тонн пшеницы Казахстан экспортирует, и для Казахстана с его стороны является важным также диверсифицировать логистические направления. Ключевыми его направлениями являются Россия и Китай. Он также заинтересован в новых логистических направлениях. В этом плане наши интересы определенным образом совпадают.